Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает обзор экономических, спортивных событий и чрезвычайных происшествий. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И начнем выпуск с экономики, в частности, с курса валют. По информации Центробанка, доллар за сутки подешевел сразу на рубль. Стоит американская валюта сегодня 73 рубля и 51 копейку. Евро также немного потеряла позиции относительно рубля и остановилась на отметке 88 рублей и 87 копеек. Наиболее выгодный обмен валюты в Якутске сегодня предлагают следующие банки. Доллар США в Якутске по лучшей цене покупает Азиатско-Тихоокеанский банк за 73 рубля 55 копеек, а продает Россельхозбанк за 73 рубля и 98 копеек. Доллар покупает по самой выгодной цене Солидбанк за 88 рублей 80 копеек, а европейскую валюту продает выгоднее всех тоже Россельхозбанк за 89 рублей 45 копеек. Прожиточный минимум в Якутии в четвертом квартале прошлого года вырос на 0,6% и составил 17 824 рубля. Как говорится в постановлении правительства региона, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения республики составила 18 853 рубля. Для пенсионеров 14 277 рублей, а для детей 18 652 рубля. Уплатить все налоги и сборы станет возможно одним платежом. Такую меру поддержки представителя малого и среднего бизнеса разрабатывают Минфин, Минэкономразвития и Корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства. Подробнее в обзоре экономических новостей расскажет Иван Лазаренко. Он сейчас на связи с нами. Иван, приветствую. Кроме очевидного удобства платить все налоги одним платежом, какие еще плюсы есть у данной инициативы? Сергей, приветствую. Да, действительно, удобства очевидны. Отпадает, во-первых, необходимость держать в штате бухгалтера. Также можно будет уплачивать налоги и сборы авансом, и они потом будут просто автоматически списаны. Кроме этого, проект нацелен, по всей видимости, и на улучшение собираемости налогов. Это обзор экономических событий. В студии Иван Лазаренко. Для предпринимателей готовят специальный инструмент по погашению обязательств перед государством одним переводом. Над таким форматом единого платежного документа для перечисления налогов и сборов в бюджет работают Корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства, Минэкономразвития и Минфин. Сложности проведения расчетов с налоговой сегодня выступают одной из важных проблем для предпринимателей, сообщили в корпорации. Особенно это актуально для начинающих бизнесменов, у которых нет возможности оплачивать услуги опытного бухгалтера. Чтобы сделать этот процесс простым и прозрачным, прорабатывается вопрос объединения платежей в рамках одного документа. Он будет понятен для бизнеса, сократит риски совершения ошибок и, как следствие, возникновения дополнительных издержек в виде начисления пений, пояснили в корпорации. Там добавили, что предлагают таким образом снять дополнительную нагрузку с предпринимателей и перенести на государство обязанность по разнесению платежей по различным налогам и сборам. Традиционный Петербургский международный экономический форум в этом году состоится со 2 по 5 июня. В фонде Росконгресс, который является организатором форума, сообщили, что при его проведении будут соблюдены все меры безопасности против распространения коронавируса. Уточняется, что меры безопасности, которые будут применяться на форуме в условиях пандемии, тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований Всемирной организации здравоохранения. Петербургский международный экономический форум традиционно проходит в июне в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В прошлом году он был отменен из-за пандемии коронавируса, а в 2019-м в работе форума участвовали более 19 тысяч человек из 145 стран мира. Президент России Владимир Путин поручил принять закон, который будет регулировать порядок изменения плавающих ставок по кредитам населению, в том числе ипотечным, и сроком возврата таких займов. По мнению президента, закон должен лучше защитить россиян, у которых оформлены подобные кредиты. Изменения в законодательство правительства и Центробанк должны внести до 15 июля текущего года. Ответственными назначены премьер-министр Мишустин и глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ранее Центробанк сообщал о росте числа россиян с просроченными потребительскими кредитами. За прошлый год показатель взлетел на 8%, достигнув 5 миллионов 400 тысяч человек. Эксперты отметили, что из-за роста безработицы и падения доходов в зоне риска оказался практически каждый второй заемщик, имеющий открытый необеспеченный кредит.
В Фонде социального страхования назвали максимальную стоимость одного больничного дня в России. По данным фонда она составляет 2434 рубля. Минимальная сумма при этом всего 426 рублей, сообщила замглавы фонда Татьяна Латоцкая. Она напомнила, что оплата больничного зависит от дохода работника за 2 предыдущих года. Отмечается, что при расчете оплаты больничного также учитывается стаж. Если у человека нет 5-летнего опыта работы, то он может рассчитывать на пособие только в размере 60% от среднего заработка. Когда стаж составляет от 5 до 8 лет, пособие будет уже на уровне 80%. А при стаже свыше 8 пособие достигает 100% от заработка. Однако не может быть больше максимального. Напомню, это 2434 рубля в день. В России производство машин оказалось под угрозой из-за общемирового дефицита микросхем. Пока что отечественные заводы не снижают выпуск, покрывая нехватку из компонентов и складских запасов. Дефицит коснулся тех микросхем, которые необходимы для системы ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем и других. Дефицит связан с тем, что весной прошлого года на фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а сейчас отрасль просто оказалась не готова к резкому восстановлению объемов. Причем проблемы могут затянуться не менее чем на полгода, а без модулей с чипами автомобили не смогут попасть на российский рынок. Тем временем автомобиль Диего Марадоны выставили на аукцион. Бонамс продает серебристый Porsche 911, на котором футболист ездил в сезоне 92-93 годов. Рассказывает Никита Конев. Porsche 911, принадлежавший легенде футбола Диего Марадоне, уйдет с молотка на этой неделе. На серебристом спорткаре спортсмен ездил на тренировки и матчи, когда играл за испанский клуб «Севилья» в сезоне 92-93 годов. Онлайн-торги стартуют в среду. Этот автомобиль будет на торгах в течение недели. Стартовая цена колеблется от 150 до 200 тысяч евро. Вполне нормально для такой модели, но мы считаем, что сможем продать ее за куда большие деньги, учитывая, что машина связана с Марадонной. Автомобиль провел 20 лет у другого владельца на Майорке, прежде чем прошел через руки нескольких французских коллекционеров. За свою жизнь он преодолел порядка 120 тысяч километров. Марадона умер в ноябре прошлого года, и в последний путь легенду провожали тысячи людей. К этому часу пока вся информация. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, ну а я передаю слово тебе. Иван, спасибо. А мы идем далее и возвращаемся в наш регион. Мирнинский региональный технологический колледж в этом году запустит фабрику процессов. Проект позволит увеличить перечень специальностей, обучающих нефтегазовому делу. Производственная фабрика полностью воссоздаст основные рабочие процессы, которые встречаются в нефтегазовой сфере. Подробнее Марферина Алексеева. За последние годы нефтегазовая промышленность активно внедряется и промышляет на территории Мирнинского района и в Якутии в целом. Но трудоустройство местного населения при этом привлекается в незначительном количестве. Руководители промышленных компаний связывают это с тем, что в Якутии мало квалифицированных специалистов в нужной им сфере и продолжают возить работников с Центральной России. Чтобы решить данную проблему, высшие и средние образовательные учреждения района активно внедряют в перечень специальностей профессии промышленных направлений. Так, в Светлинском филиале Мирнинского технологического колледжа уже в сентябре этого года откроется первая и единственная в Якутии производственная фабрика, воссоздающая процессы нефтегазовой деятельности. Мы готовили, можно сказать, теоретически. Мы готовили безадресно, то есть конкретного заказчика на подготовку мы не видели, а сегодня мы уже четко и явно видим, что на площадке Западной Якутии работают уже более 10 недропользователей. Первый выпуск у нас именно студентов, которые пройдут практическое обучение на нашей фабрике процессов. Это у нас будут студенты по сетевой программе с Сунтарским технологическим колледжем именно по профессии оператор по добыче нефти и газа. Это июнь 2022 года. Перед недропользователями уже в июне 2022 года будут выпускники, которые прошли практикоориентированное обучение на фабрике процессов полного цикла. На сегодняшний день колледж уже начал адресно готовить специалистов для определенных компаний, а это значит, что студенты имеют дальнейшее трудоустройство. Все места, которые будут для студентов, они будут бюджетные. Мы 1 сентября планируем, что мы наберем 100 человек
по 4 специальностям. Это добыча нефти и газа, это переработка нефти и газа, это лаборант-эколог и электрослесарь в нефтяной отрасли. Помимо обучения студентов, в колледже будут краткосрочные курсы и для взрослого населения. В общем, 24 специальности в сфере нефтегазовой промышленности. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Около 40 проектов по благоустройству реализуют в этом году в Якутии. Об этом сообщила главный архитектор региона Ирина Алексеева в ходе прямого эфира в соцсетях. Из 40 проектов 7 крупных. Они будут организованы в Мирном, Нерюнгри, Алдане, Тамоте, Удачном, Среднеколымске и Верхоянске, сказала она. Остальные проекты по благоустройству будут реализованы в 20 районах. В Нерюнгри продолжается активная очистка городских дорог и внутриквартальных проездов от снега. Как справляются коммунальщики с этой задачей и какие работы ведутся, сегодня узнавала Ирина Кичигина. Она находится с нами на прямой связи. Ира, приветствую. Как идет очистка улиц Нерюнгри от снега? Здравствуй, Сергей. Для надлежащего содержания улиц, внутриквартальных проездов и автомобильных дорог в зимний период городской администрацией ежегодно заключаются контракты с подрядными организациями, осуществляющими механизированный вывоз снега, очистку дорог и посыпку дорог. Сотрудниками управления городского хозяйства ежедневно совершаются выезды для осуществления контроля качества выполняемых работ. Сегодня мы находимся на одной из улиц города, где как раз проходят работы с начальником отдела дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства Егором Очередько. Егор, здравствуйте. Расскажите, какие организации осуществляют какой вид работ, что сегодня, какие работы проводятся на сегодняшний день и какая техника задействована в работах? На сегодняшний день организация ООО «Грузоперевозки» выполняется механизированная снегоочистка проезжей частей дороги проспекта Мира. Значит, для выполнения работ задействовано 5 единиц техники. Это 2 погрузчика, 1 грейдер и 2 автосамосвала. На завтрашний день запланирована комплексная механизированная снегоочистка проезжей части проспекта Дружбы народов с вывозом снега. Для очистки внутриквартальных проездов осуществляет организация ООО «Трансплюс». Для выполнения работ задействовано 5 единиц техники, это 5 погрузчиков и автосамосвалы. Организация осуществляет механизированную снегоочистку внутриквартальных проездов, комплексную с вывозом снега. Значит, очистка вторая за этот год началась с 20 февраля. На сегодняшний день выполняются работы в квартале А. Работы по распределению противогололедного материала осуществляет организация АО «Дорожник». Для выполнения работ задействовано 3 комбинированных дорожных машины. Значит, работы они осуществляют после каждой очистки проезжих частей дорог и также по мере выявления зимней скользкости. Для работ по содержанию улиц города Нерюнгри задействована организация ООО «Стройка». Значит, бригада из 5 человек осуществляет очистку от льда и снега автобусных остановок, лестниц, пешеходных дорожек. Также организацией осуществляются работы по механизированной очистке тротуаров от снега. Также осуществляют вывоз снега. На сегодняшний день ведутся работы по очистке тротуаров на улице Чурапчинская с вывозом снега. Спасибо, Егор. Зимний период самый сложный для специалистов дорожных служб. И несмотря на то, что на календаре уже весна, снегоочистные работы будут продолжаться по мере их необходимости. Сергей? Ирина, спасибо. Ирина Кичигина рассказала об уборке от снега Нерюнгри. Это не просто необычная экскурсия, она несет реальную опасность. В этом полуразрушенном доме еще живут на законных основаниях люди. Они жители аварийного дома в Перми и придумали открыть в нем музей, и теперь проводят экскурсии для всех желающих. Подробности в следующем материале. Время постаралось создать нам вход в Нарнию. Засовываем руку, и кто знает, вдруг там нас схватит тот самый лев из фильма, ну или мышь.
По словам жителей разрушающегося здания, их дом был признан аварийным в 2019 году. В заключении говорилось, что необходимо выселить всех жильцов и огородить его сигнальными лентами, однако позже расселение назначили лишь на 2024. В нашей стране подобного музея нет, музея именно аварийного жилья в существующем жилом доме, когда пермяки могут пройти по точкам, где люди живут. Да, проходим. Смех сквозь слезы. По словам журналиста Василия Кучумова, идея проведения экскурсий по зданию появилась с целью привлечения общественного внимания к проблеме аварийного жилья в Перми в целом. Здесь даже есть своя пермская стена плача. Из нее выпадают кирпичи, и посетители оставляют в зазорах и трещинах записки с пожеланиями для многострадальных жильцов. Понравилось? Очень. Именно этот стиль социалистический какой-то, разрухи, не знаю, как перестройка, война. Такое, как будто окунулся назад вот в эти военные годы и вот почувствовал на себе это все, как люди жили раньше. Дом-музей можно также посетить онлайн. И этим уже воспользовались жители разных стран. Онлайн-экскурсии в себя включают бесконечное множество людей, но вот уже приняли участие жители Чехии, Англии, Австралии и Канады. Они, конечно, ужаснулись от того, что происходит, но я им обязательно сказал, что в России не все такие дома, это лишь исключение. Кроме того, Кучумов сообщил, что экскурсии с ценой билетов 25 рублей проводятся, чтобы собрать средства на замену двери в подъезде, через которую продувается все здание. Анна Васильева, Николай Коровин, Пермь. Взрыв произошел в центре тестирования на COVID-19 в Нидерландах. Небольшое взрывное устройство сработало примерно в 60 километрах к северу от Амстердама. По словам сотрудников правоохранительных органов, в результате инцидента были выбиты несколько окон, однако никто не пострадал. Внутри центра в этот момент находился только один охранник. Перед зданием были найдены осколки устройства. В полиции заявили, что пока не знают, какое именно вещество в нем использовалось. Однако бомбу явно заложили целенаправленно. Регион в данное время переживает один из самых тяжелых в стране всплесков заболеваемости COVID-19. По меньшей мере, в одной из местных больниц закончились места в отделении интенсивной терапии, и пациентов пришлось отправлять в другие регионы. Британские инженеры разработали перчатку GiraGlove. По их словам, устройство позволяет избавить от дрожи в руках людей, которые страдают болезнью Паркинсона, рассказывает Андрей Санников. Британский стартап разработал перчатку GiraGlove, которая позволяет снизить дрожь в руках при эссенциальном треморе и болезни Паркинсона. Технология основана на использовании гироскопов. Как утверждают авторы проекта, она способна помочь даже в таких случаях, когда люди не в состоянии вставить нитку в иголку или держать в руках вилку. В основе перчатки устройство, похожее на шайбу, которая крепится на внешней стороне ладони. Внутри раскручивается маховик, создавая гироскопическую силу. Это похоже на то, как юла всегда остается в вертикальном состоянии, так и рука все время находится в одном положении. В числе тех, кто испытал GiraGlove, 56-летняя бизнес-аналитик Дженни Филд, которая давно испытывает дрожь в руках. Перчатка стала для нее спасением. По словам женщины, многие не представляют, с чем сталкиваются люди с таким диагнозом, как у нее. Даже незначительный тремор, который не сразу заметен посторонним, способен вызывать сильные боли в мышцах. Как только вы наденете перчатки, ваши мышцы расслабятся. Они больше не будут испытывать сильного давления. У вас появится возможность получать удовольствие от своего хобби. Можно свободно печатать. Нам мало кто может помочь, поэтому меня не смущают большие размеры перчатки. Разработчики уверены, их изобретение протянет руку помощи большому количеству людей. В мире почти 200 миллионов человек страдают тремором и болезнью Паркинсона. Изобретением уже заинтересовались британские и зарубежные инвесторы. Компании недавно удалось привлечь более 4 миллионов долларов. И в ближайшее время к проекту могут присоединиться новые партнеры. Японский миллиардер собирает экипаж для полета к Луне. Он ищет попутчиков, которые вместе с ним в 2023 году отправятся к спутнику Земли. О деталях полета в следующем материале. Основатель крупнейшего в Японии онлайн-магазина одежды, миллиардер Юсака Майдзава, собирает команду, которая вместе с ним отправится к Луне.
Предприниматель выкупил 7 места на корабле Starship Илона Маска. Получить билет в космос смогут 8 счастливчиков. Первый этап продлится до 14 марта. Кандидатам необходимо пройти медицинское обследование и собеседование с Маэдзавой. Изначально он планировал взять в путешествие художников, но после решил, что любой должен иметь возможность стать его попутчиком. Достаточно быть просто творческим человеком и приносить пользу обществу. Я пришел к выводу, что каждого человека, который делает что-то творческое, можно назвать художником. Именно поэтому я хочу обратиться к более широкой, более разнообразной аудитории, чтобы больше людей имели шанс присоединиться к этому путешествию. Если вы считаете себя художником, значит, вы художник. Полет запланирован на 2023 год. Путешествие продлится неделю. Космические туристы 3 дня будут добираться до Луны, облетят ее, а потом еще 3 суток уйдет на дорогу домой. Затопленная около 40 лет назад деревня в районе города Нинбо, провинции Чэцзян на востоке Китая, показалась из-под воды по причине обмеления водохранилища. На кадрах видны очертания построек, которые находились на дне водохранилища в течение нескольких десятилетий. Местный житель по имени Сю предполагает, что засуха плохо сказывается на городе Нинбо, поскольку обмелело не только водохранилище, но и реки, питавшие город водой. Он добавил, что все ожидают прихода дождей, которые, по его мнению, начнутся не скоро. Мы, будучи местными, можем найти воду в горах. Однако обмеление водохранилища Дзянкоу влияет на город Нинбо. Нельзя, чтобы резервуары остались без воды, ведь и реки обмелели. Засуха создала для города массу проблем, поскольку горожане используют воду из реки. Заказать на дом выступление музыкантов филармонического оркестра вместо пиццы теперь могут жители Франкфурта. Обычные концертные залы в Германии уже почти год закрыты из-за пандемии коронавируса, рассказывает Артем Сторонов. Любители классической музыки из Германии уже почти год не могут насладиться вживую любимыми произведениями. Из-за пандемии коронавируса все концертные залы в стране закрыты. Однако музыканты Франкфуртского камерного филармонического оркестра придумали новую услугу – доставку выступлений прямо на дом, и она быстро стала пользоваться огромной популярностью. Виолончелистка Сильвия Демгенски и скрипачка Ребекка Раймонди дают небольшие концерты длиной 7-10 минут прямо на лестничных клетках с соблюдением безопасной дистанции и других мер предосторожности. Услуга эта бесплатная, но добровольные пожертвования в любом размере только приветствуются. По словам музыкантов, почти все их выступления до конца марта уже забронированы. Это было великолепно. Это то, почему я так скучала во время пандемии коронавируса. Мы уже год не были ни на концертах, ни в театре, ни в опере. Так что это было просто прекрасно. Это здорово, что мы снова играем для людей. Наша работа великолепна и абсурдна одновременно, потому что мы играем, сохраняя безопасную дистанцию. При этом мы гораздо ближе к публике, чем во время обычного концерта. И это замечательно. Германия планирует продлить антикоронавирусные ограничения до 28 марта, хотя собирается несколько смягчить меры со следующей недели. К новостям нашей страны. Владимир Путин призвал сотрудников правоохранительных органов в соответствии с законом реагировать на втягивание несовершеннолетних в незаконные, несанкционированные уличные акции. Об этом глава государства сказал на заседании коллегии МВД в Москве. Кроме того, российский лидер призвал правоохранителей серьезно бороться с проявлениями экстремизма, а также жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия. Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия. Привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений. Жительница Якутска лишилась денег при продаже мультиварки через интернет. Она сообщила полицейским, что разместила объявление на Юле. Через несколько дней в WhatsApp ей написал потенциальный покупатель. Тему продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юра, приветствую. Ждем от тебя подробностей.
Здравствуй, Сергей. Договорившись о сделке, неизвестный прислал ссылку и предложил перейти по ней для получения оплаты за товар. В ссылке был указан адрес мошеннического сайта, название которого содержало слово «Юла», но не имел к указанному сервису никакого отношения. Не заметив этого, женщина ввела в открывшемся окне реквизиты своей банковской карты и коды, поступившие в СМС, после чего обнаружила, что деньги списаны с ее счета. В свою очередь, лжепокупатель перестал выходить на связь. Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. В Якутии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений. По информации МВД Якутии, факт незаконной заготовки был выявлен сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции летом прошлого года. В ходе оперативных мероприятий полицейскими установлен злоумышленник, 54-летний уроженец Магаданской области. Предварительным следствием установлено, что обвиняемый, являясь директором организации, занимающейся геолого-разведочными работами, не имея соответствующего разрешения и сопроводительных документов, дал распоряжение подчиненным работникам по проведению буровых работ на участке ручья Сарылах выдела Эмиконского участкового лесничества, в ходе которых с марта по июнь 2020 года были спилены более 170 сырорастущих лиственниц. Объем уничтоженного леса превысил 67 кубометров. Ущерб, причиненный Лесному фонду республики, составил около 200 тысяч рублей. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Отмечается, что причиненный ущерб фигурант полностью возместил. На время следствия ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи завершили расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в сфере юридических услуг. По информации регионального МВД, экс-директор юридической компании обвиняется в совершении 28 эпизодов мошенничества при оказании юридических услуг и оформлении земельных участков. Следователи установили, что на протяжении 2 лет, с 2016 по 2018 годы, он предлагал многодетным семьям, а также пожилым и иным социально незащищенным гражданам оформить в собственность и в аренду земельные участки со всеми коммуникациями в Якутске без очереди, именуя установленный порядок. При этом он заверял клиентов о наличии в его распоряжении земельных участков, которые в действительности принадлежали другим лицам и организациям, знанием юридических процедур и связями в органах власти. Таким образом, фигурант путем обмана заключал с потерпевшими фиктивные договоры от имени организации с условием полной предоплаты. Впоследствии условия договора не выполнял. В результате он обманул людей на сумму свыше 13 миллионов рублей. Обманутые граждане не могли вернуть средства в порядке гражданского судопроизводства, так как по условиям договора деньги возврату не подлежали. В 2018 году мужчина прекратил деятельность юридической компании и скрылся в Москве, где и был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Якутск. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Коллектор осужден за мошенничество в Якутске. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Выяснилось, что он склонил 5 должников к передаче ему денег в счет погашения задолженности по кредитным договорам наличными вместо перевода на банковский счет организации. Полученные от граждан деньги в общей сумме более 700 тысяч рублей он присвоил себе. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил его к принудительным работам сроком на 3 года с удержаниями заработной платы 10% в доход государства. Отмечается, что при вступлении приговора в законную силу сумма причиненного гражданам ущерба подлежит возмещению осужденным в порядке гражданского судопроизводства. Житель Мегино-Кангаласского района осужден за применение насилия в отношении представителя власти. По сообщению прокуратуры региона, подсудимый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно по отношению к наряду полиции, прибывшему к нему домой в связи с жалобами от соседей. В последующем, в присутствии своих товарищей, он ударил по лицу сотрудника полиции. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, к этому часу у меня вся информация. Передаю слово тебе. Юра, спасибо. Мы продолжаем наш выпуск. Сегодня день создания вытрезвителей в России. Первые вытрезвители появились в крупных городах еще в начале прошлого века. Основной целью учреждений было спасение замерзающих на улице рабочих. Об истории медвытрезвителей в нашем регионе расскажем далее.
Прошло ровно 10 лет, как закрылись медицинские вытрезвители. И тогда они находились на балансе Министерства внутренних дел, то есть в отделениях полиции. В 2011 году федеральный центр решило передать эти полномочия в Министерство здравоохранения. Но ведомство так и не нашло возможности заново возродить эту систему. И вопрос с вытрезвителями кануло в лето. Тогда в регионах страны эти полномочия взяли на себя существующие наркологические диспансеры. То есть получилось, что при стационарах организовывались такие, как скажем, палаты, где содержались пациенты, которые находились в алкогольном опьянении. Да? То есть к нам доставляла скорая помощь. Всего ежегодно через Якутский республиканский наркологический диспансер проходят лечение и реабилитацию порядка 1500 человек. Здесь же имеется местный вытрезвитель, но количество мест ограничено – всего 6. По статистике за прошлый год через нас прошло 1200 человек. 20% из них только лишь нуждались в специализированной врачебной помощи. Да? Остальные, товарищи, они просто доставлялись к нам, отдыхали у нас, вытрезвлялись и уходили домой. А вот в самом диспансере количество мест 80, и сегодня он заполнен наполовину. Вы знаете, на сегодняшний день основной процент – это мужчины. Мужчины средних лет, трудоспособная часть населения. Реже поступают женщины. Если посмотреть возраст пациентов, это где-то от 30 до 50 лет. Курс реабилитации от алкогольной зависимости длится почти 1 месяц, 21 день. Это не только медикаментозное лечение, но и психологическая помощь. Все за счет государства. Работа длительная. В реабилитационном отделении это месяц-полтора. В дальнейшем это различные анонимные у нас есть клубы, где не обязательно афишировать свое фамилию, имя, отчество, скажем так. Да? Так что я хотела бы сказать, что это очень щепетильная, долгая работа возвращения в трезвость. Авторы нового закона о вытрезвителях указывают на рост в России количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения и связанных с ним. Наш законопроект направлен в первую очередь и главным образом на защиту самих граждан, находящихся в нетрезвом состоянии в общественных местах, утративших способность самостоятельно ориентироваться в пространстве и передвигаться. Эти граждане, как я уже сказал, становятся объектами преступных посягательств. Они, к сожалению, в результате переохлаждения умирают. Они становятся жертвами каких-либо иных негативных факторов. Сегодня нововведение поддерживают жители нашего региона, ведь природные климатические условия нашего субъекта очень суровые, и погибнуть может каждый пьяный человек. Я отношусь к этому положительно, потому что мы относимся к районам Крайнего Севера, и у нас определенные погодные условия. И если человек, который в данный момент, скажем так, не трезв, не здоров, то это будет спасением для его здоровья, для его жизни. Но я думаю, что все-таки да, они нужны. Зря закрыли их. Я считаю, очень нужны. Это дает человеку шанс хотя бы дожить до утра, и есть возможность позвонить в то учреждение, которое сможет помочь этим людям, забрать их с улицы и привести в нормальное состояние. Я думаю, нормально, потому что, скажем так, люди пьяные, даже в то, скажем так, пьяные замерзают ночью. Пусть они лучше пострадают на деньги, но, по крайней мере, останутся, здоровье у них нормальное будет, и не замерзнут они. Согласно новому документу, субъекты страны смогут создавать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а сотрудники полиции будут доставлять туда пьяных граждан. По оценке авторов законопроекта, стоимость пребывания вытрезвителей составит в среднем по стране 1500 рублей за ночь. Это должно быть прямо, что за это отвечаете вы. Как вы будете создавать условия, как вы будете мотивировать, как вы будете организовывать. Это уже ваша ответственность. То есть мы предоставили право субъектам, а вот как это реализовать, это тоже есть определенный вопрос. Сейчас авторы проекта разрабатывают и рассматривают полный механизм работы системы будущих вытрезвителей. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Ирина Кичигина, Анна Кожевникова, Вадим Барашков, Виталий Андреев, Ленск, Нерюнгри, Якутск. А теперь о событиях, которые также произошли в этот день, 4 марта, но уже остались в истории.
Сегодня день рождения микрофона. 4 марта 1877 года его создал американский изобретатель Эмиль Берлинер. По народному календарю с этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными. Если встретить в лесу белого зайца, значит снег непременно выпадет еще. А вот если зайцы попадаются серые, то тепло не за горами. 4 марта 1152 года германским королем избран Фридрих I по прозвищу Барбаросса. В 1818 году в этот день в Москве открыли памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 4 марта 1877 года на сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайковского «Лебединое озеро». Трудно поверить, но премьера единственной прижизненной постановки композитора успеха не имела. Среди причин провала – слабая хореография, которая и определила общее холодное восприятие спектакля публикой и критикой. 4 марта 1955 года фирма Sony приступила к выпуску карманных радиоприемников. По одной из версий, современное название Sony произошло от латинского слова «звук» «sonus». 4 марта 1678 года родился Антонио Вивальди, итальянский композитор, скрипач, педагог и дирижер. В 1937 году в этот день появился на свет Юрий Сенкевич, советский и российский путешественник, телеведущий и ученый. 4 марта 1954 года родился Борис Моисеев, советский и российский танцовщик, хореограф, певец, заслуженный артист России. Именины в этот день празднуют Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор и Федот. Сеансы лечебной верховой езды для детей с инвалидностью проводятся в Якутске. Этот метод реабилитации называется иппотерапия. Сегодня многие конные клубы региона занимаются этим видом деятельности. Более подробно об этом методе нам расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Он сейчас находится в одном из столичных конных клубов, где как раз проводится гиппотерапия. Дмитрий, здравствуй. Расскажи, кому рекомендуют данный метод реабилитации и как вообще это происходит? Здравствуйте. Ну вот сейчас мы находимся именно в конюшне этого заведения, где проводится непосредственно иппотерапия. Здесь вы можете посмотреть на лошадей. Лошадки эти английской породы. Их здесь в количестве 8 штук. Сейчас одна лошадь находится именно, можно так сказать, в работе. Работает непосредственно с пациентом, который проходит иппотерапию. Давайте мы сейчас вам покажем, как все это и происходит. Вот здесь находится небольшой манеж, где непосредственно проходит и сама терапия. Вы можете посмотреть, здесь вот маленький ребенок проходит иппотерапию. Эта процедура занимает как бы определенное время, с ним работает также инструктор и сам врач, реабилитолог, можно так сказать, да. Ну а давайте здесь также родители непосредственно могут наблюдать напрямую, как занимается ребенок иппотерапией. Здравствуйте, расскажите вообще, вот как зовут вашего ребенка и который год вы уже посещаете данную терапию и есть ли какие-то улучшения? Здравствуйте, нашему сыну Антону в 2 года поставили диагноз детский ранний аутизм. У него была большая фобия, большой страх, и мы никуда не могли не выезжать, даже внутри города. И именно придя в этот конный клуб «Мустанг», мы побороли этот страх. Нам здесь очень сильно помогли. Безусловно, есть результат. Мы занимаемся здесь с прошлого года. И после занятий сразу Антон пошел в детский садик государственный, где ходят здоровые дети, где больше 30 детей. И Антону очень там нравится. И чему мы очень рады. И к лету обязательно возобновляем наши занятия. И здесь очень хорошие тренера умеют и знают подход к особым детям. Хорошо, спасибо. Ну а давайте я сейчас вам немножко попытаюсь рассказать, за счет чего появляется вот такой эффект реабилитации детей после прохождения
данной процедуры. Так получается, мощнейшая мускулатура животного оказывает массирующий эффект, за счет чего улучшается кровообращение у пациента. Также именно тесный контакт с животным увеличивает именно теплоотдачу на ребенка. Как нам сообщили, именно температура тела животного на 1-1,5 раза выше, чем температура тела человека. Ну и последние пункты, это получается именно тесный контакт, когда ребенок непосредственно самим животным именно проходит по манежу и занимается, сидя на лошади. Вот такие пункты нам сегодня описали непосредственно работники этого реабилитационного центра. Ну а более подробно мы в наших расскажем в вечернем выпуске новостей, как же все это проходит и сколько стоит такая процедура реабилитации в нашей столице. На этом у меня все. Дима, спасибо. Об ипотерапии нам рассказал мой коллега Дмитрий Темыров. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл британца Энди Маррея в матче второго круга турнира ATP. Подробнее расскажет мой коллега Власий Сергеев. Власий, с каким счетом выиграл россиянин и с кем он сыграет в следующем матче? Сергей, здравствуй. Россиянин выиграл со счетом 7-5-6-2. В следующем же раунде он встретится с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и французом Жереми Шарди. Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над британцем Энди Марреем в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-2. А в данный момент 23-летний Рублев располагается на 8-й позиции в мировом рейтинге ATP. На этом турнире он посеян под 4-м номером. В следующем раунде россиянин сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и французом Жереми Шарди. Соревнования в Роттердаме завершатся 7 марта. Результативный удар полузащитника сборной России Алексея Миранчука помог Аталанте выиграть у Кротоне в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра завершилась со счетом 5-1. Помимо россиянина в составе бергамаска взятие ворот провели Робин Госенс, Хосе Паламина, Луис Муриэль и Йосип Иличич. Единственный мяч гостей забил Сими. Этот матч стал 20-м для Миранчука в составе команды из Бергама. На его счету 5 взятий ворот и 1 голевая передача. Аталанта занимает 4-е место в таблице чемпионата, набрав 49 очков. В следующем туре клуб Миранчука в гостях встретится с лидером таблицы миланским Интером. Баскетболисты российского клуба «Локомотив Кубань» в гостях со счетом 83-61 обыграли французский «Метрополитан» в матче 5-го тура топ-16 Еврокубка. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник россиян Найджел Уильям Госс, набравший 19 очков. У хозяев площадки самым точным был форвард Энтони Браун. В его активе 15 баллов. Железнодорожники выиграли второй матч из 5 и располагаются на 5-й строке группы F. Французский клуб лидирует в таблице, имея на счету 3 победы при 2 поражениях. В следующем матче «Локомотив» дома примет итальянский Тренто. Игра состоится 10 марта. Перейдем к событиям якутского спорта. Дзюдоистка Нюргуяна Никифорова выступит в составе сборной России на турнире мировой серии «Большой шлем», который на днях стартует в Ташкенте. Сообщается, что якутянка, являющаяся чемпионкой России 2019 года, будет состязаться в весовой категории до 78 килограммов. В этом весе вместе с ней нашу страну представит чемпионка мира 2018 года Александра Бабинцева. Всего на этом турнире ожидается участие более 500 спортсменов из 77 стран мира. «Большой шлем» в Ташкенте стартует завтра. Московский ЦСКА на своем льду победил столичный «Спартак» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счетом 1-0. Единственную шайбу на 69-й минуте забросил нападающий армейцев Максим Шалунов. В ходе регулярного чемпионата текущего сезона команды сыграли с друг другом 4 раза. В 3 случаях победу праздновал ЦСКА. Армейцы повели в серии до 4 побед со счетом 1-0. Вторая игра противостояния пройдет 5 марта, также на домашней площадке подопечных Игоря Никитина. Возвращаемся к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 10 медалей на первенстве и чемпионате Дальневосточного федерального округа по панкратиону. Соревнования завершились в Чите. Сборная республики записала в свой актив 3 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых наград, благодаря чему заняла 2-е место в общекомандном зачете. На высшую ступень пьедестала взошли Гаджи Лабазанов, выступавший в первенстве, а также Андрей Дмитриев и Егор Рожин, состязавшиеся среди взрослых спортсменов. Все 3 бойцов помимо медалей получили путевки на первенство и чемпионат России.
Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Сергей, у меня на этом все. Передаю слово тебе. Власти, спасибо. Мы идем далее. Российские альпинисты устроили чаепитие на высоте 700 метров во время восхождения на гору в районе поселения Гули в республике Ингушетия. Мужчины заварили напиток традиционным способом в небольшом самоваре. Все это время альпинисты находились в снаряжении, которое буквально держало их на крутом склоне горы. В настоящее время в республике Ингушетия проводятся всероссийские квалификационные соревнования по альпинизму в техническом классе. В мероприятии принимают участие альпинисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Брянска, Краснодара, Ростова-на-Дону и Новочеркасска. Помимо соревнований в альплагере проходят обучение сотрудников спасательного отряда МЧС республики Ингушетия. А житель Чувашии Алексей Зорин собрал вручную гусеничный вездеход. На сборку гусеничного аппарата с фрикционами у изобретателя ушел почти год. Для этого он переоборудовал гараж под различные виды слесарных и сварочных работ. Конструкция вездехода оснащена двигателем от автомобиля АК, а также узлами и агрегатами автомобилей марки ВАЗ. Изобретением заинтересовались в Музее истории трактора в Чебоксарах и предложили место в выставочном зале. Это поздравление специально для тебя. Служба интернет-вещания НВК «Саха» запустила платформу видеопоздравлений, где каждый сможет порадовать себя и своих близких именным, но виртуальным букетом цветов в руках первых лиц телеканала. Подробнее в материале Саргаланы Неустроевой. Один из самых амбициозных проектов службы интернет-вещания НВК «Саха» от первых лиц телеканала. И сегодня мы узнаем, кто же стоит за этими мультимедийными трендами. Именно в этом небольшом кабинете всего за 2 недели была придумана и разработана сложнейшая мультимедийная система. И все ради того, чтобы поздравить дам с их Международным женским днем. 8 марта – отличное подспорье для тех, кто желает раскрутить тот или иной товар. Еще за месяц до самого праздника то и дело можно заметить яркие предложения для поздравлений прекрасной половины. Именно в это время рождаются самые смелые и интересные идеи. Сама идея пришла к нам, когда мы готовили контент на 8 марта. Мы хотели сделать приятное нашим мамам, бабушкам, тетям, при этом учесть все ковидные ограничения. И мы решили, что это оптимальный вариант бесконтактно поздравить своих близких. И перед нами стояла задача, чтобы каждая женщина почувствовала себя особенной, что это видео поздравление специально для нее и персонально для нее. При этом создать видеооткрытку может каждый. Система и интерфейс платформы достаточно просты для понимания даже тем, кто, как говорится, с компьютером на «вы». Для того, чтобы создать поздравление, нам нужно зайти на сайт nvkonline.ru, nvk-online.ru. Здесь мы выбираем баннер с видеопоздравлениями, нажимаем на него и переходим на сайт. Так. Здесь мы добавляем любое имя, кого вы хотите поздравить, например, Надежда. Дальше мы выбираем букеты. У нас тут весенний микс, розы и тюльпаны. Ну пусть будет тюльпаны. И создаем поздравление. Дальше у нас выходит видео. Этот букет специально для тебя. По словам создателей проекта, диапазон имен в базе данных довольно обширный. Вбить в заветную строку можно даже обладателей редких якутских имен. Прикрепляется к открытке оно посредством программы After Effects. Этот проект будем расширять в ближайшем будущем. Хотим уже добавить не только 8 марта, но и другие праздники, добавить мужские имена, выбор увеличить букетов, не только букеты, но и чтобы какие-то другие подарки были интересные, приятные. Помимо прочего, добавятся и новые лица поздравителей и выбор языка видеооткрытки. А тем временем для раскрутки проекта служба интернет-вещания запустила специальные GIF-изображения, которые уже набрали свыше 1 миллиона просмотров. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск.
Нерюнгринский композитор, автор, песенник и художник в одном лице. Елена Лепехина – неоднократный лауреат Республиканского фестиваля авторской песни «Берег дружбы». Она ищет себя в разных жанрах творчества, и все они оставляют незабываемые эмоции в сердцах нерюнгринцев. Наш корреспондент пообщалась с действительно талантливым человеком. Талант как музыканта и поэта Елене достался от ее отца, который впервые попросил сделать ему сюрприз на день рождения и написать музыку на любое стихотворение классика. Так в 7-летнем возрасте родилась первая незамысловатая песня на стихи Сергея Есенина. А с 14-летнего возраста песни рождались одна за другой уже со своим авторским текстом. В родном поселке Беркакит быстро приметили одаренную девочку и стали приглашать на мероприятия и фестивали. Мы попали сюда на фестиваль бардовской песни в Беркаките. Я там, помню, у меня натерли ноги сандали какие-то неудачные, и из-за этих мозолей мне пришлось их снять. Я босиком ходила там по всему фестивалю, и в итоге босиком на сцену вышла. И потом написали в газете, помню, девочка в сарафане, босоногая, заняла первое место, стала лауреатом. Сегодня многие нерюнгринские поэты просят Елену написать музыку на их стихи. Но это процесс, который невозможно заставить случиться. Но есть слова, на которые музыка рождается сама. Мы пойдем наблюдать, как по капле растет красота. Под вечерним дождем, омывающим самую душу. Еще одно дело, которое Елена любила с детства, это рисование. И однажды опять в качестве подарка своей маме нарисовала ее портрет. Близкие удивились сходству. И тогда стало понятно, что это дело стоит продолжать. К 45-летнему юбилею Нерюнгри Елена захотела сделать подарок самым интересным и талантливым людям города, нарисовав их портреты. Но их оказалось так много, что и сейчас работа в этом направлении еще не закончена. Творчество Елены Лепехиной, будь то песни, музыка или картины, глубоко, трогательно и необычно, а ее горизонты далеки и прекрасны. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Время покорять мир. Якутский фильм «Ичи» готов штурмовать международный прокат. Продюсер картины объявила о заключении контрактов с зарубежными компаниями, которые занимаются продвижением фильмов по всему миру. Теперь с якутским кино смогут познакомиться миллионы человек в самых разных уголках планеты. С создателями фильма пообщался Максим Кардозу. Очередное достижение Сахавуда. Международного проката у независимого якутского кино никогда не было. И вот взята новая планка. Фильм Костаса Марсана «Ичи» готов покорять массового зарубежного зрителя. 2 крупные иностранные дистрибьюторские компании будут продвигать картину по всему миру. В каких-то странах будет кинотеатральный показ, но точно могу сказать, что онлайн-стримингах и телевидениях везде будут показываться, в том числе и на кабельных каналах, и на спутниковых каналах, и на авиасамолетах и прочее, прочее, прочее. В том числе и в стримингах известных, начиная от Netflix, заканчивая Hulu и Xbox и прочее, прочее, прочее. Очень много возможностей показать фильм, продемонстрировать. «Ичи» — это мистический триллер. По сюжету молодая семья поселяется в местах, где когда-то произошло страшное событие. И новоселы сталкиваются с ужасом из прошлого. Наш «Ичи» выходит в мировой прокат. Это очень радостно, неожиданно. И ответственность тоже очень большая. Теперь мы все с большим волнением будем следить за судьбой нашего фильма в мировом прокате. Пожелайте нам удачи. Бюджет фильма 26 миллионов рублей. Производство длилось больше 2 лет. Для съемок были привлечены специалисты из Москвы и Петербурга. Причем некоторые технологии в якутском кино применялись впервые. Мы снимались с классной компанией Aquafilm Pro во главе Григорием Яблочником. Это просто человек-легенда, как Кусто. Все кинематографисты России знают, что только эта команда снимает подводные съемки. Суперсложные. Впервые для истории якутского кино привлечен профессиональный гафер. Гафер — это кто? Человек, который ставит свет. Понимаешь? А до этого что, просто самостоятельно, что ли? Так? Ну, до этого сами операторы ставили. Мы то же самое делали на «Мой убийца», например. К этому фильму мы подошли уже очень подготовленно, очень серьезно. Картину уже показали на 3 европейских международных кинофестивалях, а увидеть на больших экранах в России новый потенциальный якутский хит можно будет уже в конце весны. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.
И в завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане заметно похолодало, переменная облачность, днем температура воздуха минус 28 градусов, при этом порывы ветра до 10 метров в секунду, вечером минус 30, а ночью минус 31. В Ленске сегодня минус 25, также переменная облачность, вечером минус 28, ночью столбики термометра опустятся до минус 30. Синоптики прогнозируют ветер до 7 метров в секунду. В алмазной столице чуть холоднее, минус 27 градусов, ветер до 6 метров в секунду, вечером минус 31, а ночью 33 градуса ниже нуля. В Нерюнгри резко похолодало. Сегодня минус 27. Сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Вечером минус 27. Ночью похолодает до минус 31. И о погоде в столице. В Якутске минус 29. Ночью температура опустится до минус 33. Также сильный ветер до 10 метров в секунду. Влажность 49%. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Спасибо за внимание. Берегите себя, носите маски, не забывайте соблюдать безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.